Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я являюсь руководителем отдела развития сельских территорий нашего министерства. Это Министерство сельского хозяйства. И как вы все знаете, эту программу совместно с Министерством Российской Федерации сельского хозяйства мы разработали эту программу в 2019 году. И эта программа уже начала реализовываться на нашей территории с 2020 года. И получается, в 2020 году мы со стороны республики совместно с вами уже освоили 1 400 000 000 рублей. На эти средства мы уже построили объекты социального характера. Это школы, детские сады, клубы сельские и спортивные залы. И получается у нас по этой программе и ранее уточненной программе устойчивого развития сельских территорий у нас имеется тоже строительство объектов по газификации и по локальным газопроводам. И вкратце сейчас я начну доклад. И получается, на 2021 год Министерством сельского хозяйства проделана огромная работа по привлечению средств из федерального бюджета по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». И итого получается, на 2021 год мы привлекли 1 202 миллиона федеральных средств рублей. И получается софинансирование с нашей госпрограммы, с государственного бюджета. Еще раз сначала покажи. 96 миллионов рублей. С первого слайда. У нас первое мероприятие – это мероприятие «Социальные выплаты на строительство жилья гражданам, проживающим на сельских территориях». К сожалению, по этому мероприятию из года в год средства нам ограничивают. И совместно с правительством Республики Саха-Якутия и нашими депутатами Государственной Думы мы каждый год делаем предложение Минсельхозу Российской Федерации, чтобы они нам по этому мероприятию предоставляли больше средств. И каждый год со стороны министерства мы им предоставляем заявку не на 20, не на 100 миллионов рублей, а получается, по всем муниципальным образованиям это 700 миллионов рублей. Но, к сожалению, в 2021 году нам предоставили только по этому мероприятию 28 миллионов рублей. Конечно, эти средства мы освоили с легкостью и уже предоставили эту субсидию 20 гражданам нашей республики. Второе мероприятие – это строительство жилья по договору найма жилого помещения. В 2021 году по этому мероприятию нам предусмотрели с федерального бюджета 22 миллиона рублей. И получается, по итогам отбора определены 3 получателя субсидии. Это Намский наследник Верхнеудинского района, Хаптагайский наследник Мегино-Кангаласского района и Мадутский наследник Намского района. По 3 этим муниципальным образованиям уже мы ввели в этом году блокированные дома, многоквартирные дома, блокированные застройки. И получается, у нас третье мероприятие, это называется реализация проектов на обустройство объектами инженерной инфраструктуры под компактную жилищную застройку. В 2021 году нам предоставили субсидию 67 миллионов рублей. В том числе из федерального бюджета 66 миллионов рублей и со стороны республиканского бюджета 670 миллионов тысяч рублей. И получается, все эти средства мы наравне с районами эти средства освоили полностью на 100%. Реализуются 2 проекта, то есть объекта. Это комплексная застройка жилой квартал Сайды на 32 участка в селе Харбала Чурапчинского облуса и комплексная компактная застройка зоны ИЖС на 50 домов в квартале Мамах села Партизан Намского района. И назову сейчас еще следующие 2 мероприятия. Эти 2 мероприятия у нас уже с 2021 года завершает свое существование, и они уже параллельно перекочевали на мероприятие «Современный облик
сельских территорий. Так, первое мероприятие – это ввод в действие распределительных газовых сетей. Так, введен объект по газовым сетям 3-й пусковой комплекс села Бетейдях Мегино-Кангаласского района. Там на сегодняшний день, получается, мы полностью газифицировали пол поселка, муниципального образования. По мероприятию ввод в действие локальных водопроводов, объем вложений получается у нас 4 миллиона 500 тысяч рублей. Это получается у нас, эти средства предоставлены с учетом переходящих объектов. И получается, в 2021 году мы завершили объекты, это Агдары Сунтарского района и в селе Люксюгун Кабайского района. Вот этим двум поселениям мы построили локальный водопровод полностью до жилых домов. И получается, у нас шестое основное мероприятие – это благоустройство сельских территорий. На 2021 год нам предусмотрели 40 миллионов рублей. По всей республике построены открытые детские площадки и скверы в 30 поселениях нашей республики. Седьмое мероприятие – это у нас содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами. Получается, у нас тут тоже два мероприятия. Это ученические договоры и практика. По ученическим договорам предусмотрено 390 миллионов рублей. Это 1000 рублей, извините, пожалуйста. И получается, сельхозтоваропроизводителям возместили стоимость учебы работников АПК. Это как бы очень на сегодняшний день активное мероприятие, но до сих пор муниципальными образованиями вот это мероприятие как бы не слишком активно участвует у нас. И получается, мы вот по этому мероприятию только вот освоили 390 тысяч рублей. Ну, это очень мало средств, и получается, как бы нам с вами еще предстоит работа вот по заявке на 2023 год. И у нас второе мероприятие – это прохождение производственной практики. На 2021 год мы уже как бы профинансировали возмещение сельхозтоваропроизводителям прохождения учебной практики 128 студентов с местного учебного заведения АГАТУ. И вот получается у нас самое последнее мероприятие – это у нас современный облик сельских территорий. Львиная доля на 2021 год по этому мероприятию составляет 1 миллиард 750 миллионов рублей. Из федерального бюджета 1 миллиард 600 миллионов рублей. И получается, в 2021 году строится у нас 15 объектов капитального строительства, а также введены некоторые объекты. Получается, у нас имеется вот по этому мероприятию 3 детских сада в Кангаласском районе, в Оленёкском районе, в Вилюйском районе. Строим школу в Вилюйском районе. Строим 2 школы сада в Жиганском и в Чурапчинском районе. Уже строим спортивно-оздоровительный комплекс в Сунтарском районе. Завершили канализационно-очистные сооружения в Горном районе. И завершили еще 6 внутрипоселковых газовых сетей в Чурапчинском и в Горном районе. Это село Бердигастах и село Черепча. А также реализуется совместно с ними 16 мероприятий. Это получается у нас капремонт районной поликлиники в Сунтарском районе, капремонт спортивного зала в Вилюйском районе, капитальный ремонт административно-культурного центра, клуба в Намском районе, приобретение 3 санитарных транспортов для объектов здравоохранения в Верхневилюйском, в Алекминском, в Сунтарском районах, приобретение 3 транспортных средств для объектов культуры в Чурапчинском, Сунтарском районах. И получается, у нас еще имеется приобретение модульной водоочистной станции в Алекминском районе, а также приобретение канализационного очистного сооружения в Бусалданском районе и приобретение модульной ФАП в Намском районе.
Это очень много объектов, которые вот реализовали мы с вами за 2021 год. И еще наша основная цель на 2022 год – это ввод следующих объектов капитального строительства. И получается у нас на 2022 год уже имеются средства на завершение существующих объектов, которые сейчас на данном моменте строятся. Это около десятка объектов. Послушайте, культурно-спортивный комплекс села Крыки Верхневлюйского района. В следующем году завершаем. Детский сад на 35 мест в селе Харбалай Верхневлюйского района. Спорткомплекс с плавательным бассейном села Сунтар Сунтарского района. Освещение улиц села Сунтар Сунтарского района. Детский сад на 50 мест в селе Кюндее Сунтарского района. Школа на 120 учащихся в селе Сыддах Усалданского района. Детский сад на 50 мест в селе Ускёль Усалданского района. Школа на 60 мест в селе Ведей Хангаласского района. Школа-сад на 90-40 мест в села Туракёль Чураптинского района. Сельский центр развития села Урюнкёль Чураптинского района. Вот эти множество объектов мы планируем закончить в 2022 году. И получается, как бы я уже заканчиваю, и уже хотелось бы от имени министра сельского хозяйства Александра Павловича Атласова поблагодарить муниципальных образований, которые активно участвуют по реализации нашей госпрограммы в целом в 2021 году и далее. Несмотря на ограничительные меры по коронавирусной инфекции, несмотря на долгую локализацию крупных пожаров на территории нашей республики, все-таки нам с вами удается вот в этот год, в нынешний год и в далее года все-таки провести нашу вот отраслевую работу по строительству объектов по госпрограмме КРСТ. Спасибо вам. У меня все. С наступающим. Михаил Владимирович Махтал, на двух языках. Пожалуйста, уважаемые участники, поднимайте руки, я буду смотреть, у кого вопросы, предложения. Так, Борис Петрович, пожалуйста, коллега. Калянегеринан, Борис Петрович. Колбанна. Василий Андрей Михайлович, Николай Ларионович, Бастатан Туратулахам Махталахеха. Бу проект улаляно такан аскулахарами хайты барда, тепетин курдук. Николай Ларионович, баб вопрос, тез вопрос маннехатте, баб наха простой было, огана механа политическое джахани. Эти тут ула браллар батте, бу программа бутунан. Андрей Михайлович кеми было. Он на тока бихибан шлакка хурибба пути, да, бу партии Дина Россия гинджин. Эти биба пройденер, да, попробуем. Борис Петрович, вот как раз сижу и думаю, да, почему мы это дело пропустили, потому что когда вот я с вами тоже в районном совете работал, председателем райсовета в Мегенхангаласском районе, работал там, если объект по партийным проектам проходит, да, получаем субсидии, вот спортивные там оборудование и так далее мы ставили. Вот, чисто вот это проект «Единой России». Но у нас вот данный вопрос, ну, можно сказать, да, двоякий, потому что идет как федеральная программа, вот, именно как федеральная программа. И там в Государственной Думе тоже голосуют за и другие фракции. Поэтому мы никого, как говорится, обделять, да, не будем, пока вопрос стоит так, Борис Петрович. Четко я, Хасан Ивит, Единая Россия, проект это как Пусолга, но тем не менее, вот мы контролируем от направления Российское село, именно наш совет контролирует, ну, можно сказать, всю эту работу в нашем регионе. Контролирует документ чокаин, вовремя объектор юлякирелдерби контролирует на месте. Андрей Михайлович, вы на биба просто так. Ага. Это
Да, ты кажется, один толлаханlık bara турар, хәтта бар, тиргенник. Онан оттан мен билген ите бу атлаха боттон эме туакы валлади. Хәтта төттөн таксы бит теге. Онны ботта. Төһүләнгәннән тиме токуйдаңыт, билгүләнгәннән ханабран санда палыштын. Элбәгән орон әрәт мен үрәбен хәп. Дәбу 12 миллиардтан качы көрүлүнә ботта бюджетка. Илтүмен көрдө ботта. Эти программа кирерді хоқтыты. Бұл партийная программа. Или это просто бюджет республики? Не бігәрім берейм. Беге 19 сылғадылы бұл Николай Ларович білеген көрсеті программаны көпсәуеттен көрдік. 19 сылға дейірі бұл Сақахерін егер бір программады. Ол онна под программа бұғыдан уырсеті ден. Устойчивое развитие сельских территорий ден онна эти под программа бұғыдан кейлі әдерді. 19 сылға дейірі. Ол онна кейләдерігер iki программа суммадан қолбан, қолары 19 сыллақ программа 10 миллиард, 11 миллиард болар. Онтан білеген, бұл хүлбәлттан тұспа федеральный программа болан арақсан барды олен регионы егер әме хүлбә әттіс программа бұғытынан кейді. Комплексный развитие селчек тұспа болар. 12, бұл хүлбә бір ғылы бейге 12 миллиард, 11 миллионын түміктен әребет, ол сумматы кейбәт еті. Ondan sonra 2 milyar devlet o da bir sılbıtın kolban 2 programı 14 milyardan taksana tümüklenir. Bu kahanda olmadan olukan summa. Anatoran bollağına hülbek yılga bir tüy kayasıtın programından 12 milyarda gidiyor. Bastık içten yani hepte. Bu bastık bir de görüyor. Bir tüyette görüyor sılbıtı 12 milyar 11'den tümüklenir. Ne bilgin bütçetin Nomno 12 milyardından bir getti. Onu tahadan bu bilgin kefsabit kırsıtı TUSPA programı bitirince primyerine 2 olur. 2 de takarı olur. Onu kurduk. 2 milyar. Ete olatı bunlarına emiye 14 milyarda tuğunan sağalıyor. Sıl bütüde üst tutuşneye gente sumu da solatı 2 programı kendine. O gambaran ete epitin kurduk diye halsın programı niye kibet kırsıtı. TUSPA addeline programı var. Federalne proyekt bitirin.